Альбина Дегтярева, Аярхана Хомусхотун, заслуженная артистка Республики Саха-Якутия. Родилась в творческой семье в селе Кыргыдай. Окончила якутское отделение историко-филологического факультета ЯГУ. Уже в студенческие годы стала солисткой ансамбля хомусистов «Алгыз» под руководством Ивана Алексеева. Работала преподавателем по хомусу Высшей школы музыки и Якутского музыкального колледжа. Сегодня ученики Альбины Дегтяревой – признанные звезды искусства игры на хомусе. Наша героиня является еще изобретателем запатентованного инструмента, известного под названием окрыляющий хомус. Его конструкция позволяет играть без помощи рук, что легло в основу неповторимого и узнаваемого стиля игры. Альбина Дегтярева – желанная гостья и украшение музыкальных фестивалей, много гастролирует, но при этом успевает развивать и другие сферы жизни. У нее взрослые дети и внуки, несколько изданных книг со стихами и особенностях игры на варгане. Кроме того, все костюмы группы Аярхан являются авторским видением нашей творческой гости. Альбина Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада вас видеть. Здорово, что мы совпали по графикам. И хочется поговорить о том, ну вообще о вас, конечно, о вашей жизни, о том, чем ваша жизнь наполнена. Ну, начнем, наверное, линейно. Да, с чего все началось? Ваш роман с хомусом и, соответственно, ваше понимание того, что вот это дело вашей жизни. Я родилась в такой творческой семье, где мои родители и мои старшие братья, они все играли на хомусе. И получается, буквально я с молоком матери впитала звуки этого чарующего инструмента. И почему-то, когда я в детстве слышала вот мамину игру на хомусе, когда она шила традиционные якутские наряды, я сидела возле нее, смотрела на узоры, которые она шьет. И потом, когда она уставала, она брала в руки хомус и начинала играть традиционные протяжные мелодии сыя-тарды. И тогда мне казалось, что когда я слышу звук хомуса, у меня появляется какая-то связь с моими предками. И разглядывая узоры ее орнаментов, мне казалось, что это какая-то древняя письменность, через которую вот мои предки хотели передать мне какую-то информацию. И, видимо, я тогда еще ощущала, что вот, слушая звуки хомуса, во мне просыпается какая-то генетическая память. И, то есть с хомусом вы были всегда? Да, получается, с хомусом я была всегда. И я буквально вот с рождения, наверное, слышала его звуки. И как я себя помню, я все время тянулась к хомусу, все время пыталась сыграть на нем. Но, конечно, родители мои прятали его, потому что в те времена этот инструмент был очень редким, и они его заказывали очень далеко, даже в Мегино-Кангаласском. А вы жили в Вилюйском? Я вилюйская. Они заказывали Мегино-Кангаласский улус, это у мастера Амыника. Но я помню первый момент, когда у меня вот получился звук. У меня заребило в глазах и пошла дрожь по всему телу. Такие сильные вибрации пошли. И от этого у меня был такой дикий восторг. Ну, конечно, я играла по-простому. Мои братья, они же старше, они лучше играли. Я все время приставала к ним, ну, как сыграть тот или иной звук. И они учили? И они учили, ага. Но это вот простая игра, такая народная, да, то, что Да. называется традиционная. А когда вы профессионально этим начали заниматься? И когда вы почувствовали, что вот ваше мастерство, оно уже не просто такое для себя, а уже может быть действительно как сценическим языком? А так у меня мечта сыграть профессионально появилась еще в детстве. Когда да? у нас появился первый телевизор, когда вот по телевизору показывали, в те времена показывали передачу «Радуга», там давали концерты мастера искусств из всех союзных республик в концертном зале имени Чайковского. Я там не могла оторваться от телевизора, когда играли, например, вот казахи на домбре,
когда тувинцы играли, пели горловое пение, когда там эстонский хор, грузинский хор выступали. И тогда я уже начала мечтать о том, чтобы сыграть на хамусе тоже так же профессионально, чтобы также люди восхищались, и чтобы, ну, можно сказать, чтобы сделать хамус не просто таким бытовым инструментом, да, а чтобы это звучало профессионально и чтобы это было как, ну, произведение искусства. И я тогда еще думала, что если бы мы шили очень красивые такие национальные костюмы и выходили бы на сцену с гордостью, с достоинством, и если бы мы с таким чувством наполненности, с любовью играли, то люди уже начали бы относиться совсем по-другому. То есть это вы с детства видели то, что вы сегодня, по большому счету, имеете, то, что вы сами создали? Да? Получается так. Получается так. Потому что вот в то время, когда вы начинали, это же 80-е, да, или начало 90-х, какие годы? 80-е, начало 80-х годов. В то время не было такой профессии, как артист, хамусист, да, или преподаватель по хамусу. Не было такой профессии. Я сама для себя вот придумала такую профессию. И, ну, получается, что получилось осуществить. Вас, первопроходцев, таких вот, которые профессионально начали заниматься, и которые начали говорить о хамусе и о возможностях хамуса, было, по-моему, 4 человека, да? Это Хамус Уйбан, Петр Агатоев, Спиридон Шишигин и вы, да? У нас в ансамбле «Алгыс» нас было 9 человек. Был еще, ансамбль «Алгыс» — это который художественным руководителем был Хамус Уйбан, Иван Егорович Алексеев. И в этом же ансамбле играл мой старший брат Георгий Иванов. И также Анатолий Гоголев и Римма Жиркова в этом ансамбле. А как вы туда попали? Вы учились где? Закончили ЕГУ, какой институт? ФЛФ? Историко-филологический факультет ЕГУ. Ага. А когда я вот поступила в Якутск на отделение якутского языка и литературы, Якутский университет, я тогда начала ходить вот в студию Ивана Егоровича Алексеева, который он проводил в Доме народного творчества. И потом как-то Иван Егорович и Спиридон Шишигин пришли в гости вот к моему старшему брату Георгию, и они попросили меня сыграть. Ой, у меня тогда был такой мандраж, потому что они для меня были такие, ну, недосягаемые, да, мастера. Ну, я сыграла перед ними, и они после этого сказали: Георгий, а не хочешь, чтобы эта твоя сестра тоже играла с нами в ансамбле «Алгыс»? Потому что у нее свой собственный стиль, почерк, она уже такой созревший человек, созревший исполнитель со своей стилистикой. И она может вместе с нами выходить на сцену и выступать. И для меня это был такой неожиданный, ну, как подарок, такое неожиданное предложение. И вот после этого я уже начала выступать вот в составе ансамбля «Алгыс». Угу. А когда появилась Айрхан? Айрхан у меня так начал формироваться. Ну, а так-то он появился в начале 2000-х. А так, до этого я же преподавала в высшей школе музыки с 1994 года. И там, можно сказать, ну, проходило постепенное вот формирование основы Айрхан. Потому что Айрхан не возник в один день, а он возник в результате, в итоге вот моего многолетнего опыта работы. Ну и ученики, да, уже подросли. Да. И, например, в высшей школе музыки у меня были 2 таких коллектива: квартет мальчиков «Олан»
и ансамбль хомусистов «Сетим», которые играли вот в разных стилях. Квартет мальчиков Олан. Я им задала такую тему, чтобы они играли в принципе по принципу оркестра. Я одному мальчику поручила сыграть вот четкий ритм произведения, а второй мальчик должен был делать вот такие мелодические рисунки. Третий мальчик должен был, ну, как бы делать там еще мелодические другие штрихи. И четвертый парень, он делает еще такие, ну, такое многоголосие получалось, ага, да? Да. Ой, как интересно. А где-нибудь это сохранилось? Видео, Потому что, мне да. кажется, ну, сейчас же нет такого коллектива, сейчас мы не можем... Да, это в архиве НВК должно быть, их Есть, выступления. Да? Ага. И вот эти два коллектива у меня каждый раз, они когда вот проходили республиканские конкурсы, фестивали хомусистов, у меня, например, в начале, например, побеждал вот квартет Олан, а в следующий раз побеждал вот коллектив «Сетим». А коллектив «Сетим», он играл вот примерно в похожем стиле, в котором играет Айархан. Там звуки природы, голоса разных птиц и зверей. И еще в музыкальном колледже у меня тоже были коллективы «Тёльке», женский такой вокальный коллектив. Ну, там играли на хомусе, но в основном там мы пели вот мои песни тоже с разделением на голоса. И также в музыкальном колледже у меня был коллектив «Абстракция», куда ходили ребята из других отделений музыкального колледжа. И они все играли на разных инструментах. У кого-то гитара, у кого-то синтезатор, кто-то играл на ударном. И они вот вместе с Айархан, у нас была такая этно-рок-группа «Абстракция». Это тоже был очень интересный проект. То есть вы виртуоз, хомусист, вы педагог, вы еще и экспериментатор. Да? И по большому счету вы же основоположница такого своего стиля, да, вот этого стиля Айархан, где не только хомус, но и горловое пение, и отношение к человеку, вообще вот к образу человека, это тоже такой инструмент произведения впечатления в полной мере. И получается, что вы еще и дизайнер. Да? И вот когда я, например, придумываю свои композиции, я тогда также придумывала сценические образы к этой композиции. У меня вот визуальное и аудиальное восприятие мира как-то неразделимо. И поэтому, когда вот придумывала новую композицию, обязательно к этой композиции придумывался и сценический образ, костюм. И я вот своим ученикам тоже обучала их, как надо выходить на сцену, как надо подавать вот эту композицию, и с какой пластикой, с какой подачей надо играть. Ну, да, все целостно продумывалось. И вот именно так получается, что вот такое какое-то прикладное действие, как игра на хомусе, оно такое же бытовое, традиционное, да, национальное, то, что всегда было в быту у представителей народа Саха, оно стало искусством. Да, да? Благодаря вот такому отношению. Целостность образа, целостность смысла какого-то, в который упаковывается номер, каждый номер Айархан. Получается так. Получается так. Да. А вы вообще вот тогда отдавали отчет, что вот это что-то новое, то, что никто не делал? Были ли такие мысли, что я должна сделать что-то такое, чего никто не делал? Или не было таких мыслей? А так я всегда это, как-то, когда что-то делаю, я должна это делать по-своему. Не хочется повторяться. Да, не хочется повторяться. Это все равно то, что... Это тоже такой творческий процесс. И если я что-то делаю, я должна как-то делать по-своему. А расскажите, пожалуйста, вот у вас 3 детей. Как у них дела с хомусом? Как дела у ваших внуков?
есть ли среди них, может быть, потенциальный правопреемник какой-то? А так вот мои дети с детства тоже играли на хомусе. Мгм. И даже вот мои дочки, когда учились в Москве, и когда у нас вот бывали поездки в Москву и там за границу, они даже иногда вместе выступали вместе с Айрханом. Это когда маленькие были? Нет, когда уже выросли, А, уже взрослые, да? студентами. Мгм. А так Это только дочки или сын тоже? дочки. Дочки. Ага. Сын не играет? Сын особо не увлекается этим. Ну, он играет, но для себя. Ага. И для него нет такого желания выходить на сцену, там исполнять. Нет. Ну, он не артист, да? Да. Он всегда с детства говорил, что в семье хотя бы один человек должен быть таким приземленным. А туда слишком много, да? Летающих в облаках творческих людей. Мгм. А так вот внуки принципиально не хотят играть на хомусе. Им сейчас сколько? Старшему внуку 13, потом 12, потом 2,5, и еще совсем маленькая Айхана, девочка. Ну, а там непонятно. Может, у них и нет такого принципа, да? У младших. А так вот мои внуки, они, когда я у них спрашиваю, хотите вы научиться играть? Они говорят, нет, не хотим. Потому что если мы научимся играть на хомусе, у нас тоже так же не будет времени, как у тебя. У тебя же телефон постоянно занят, тебе звонят со всего мира, и все хотят узнать секрет. Все хотят учиться у тебя, и у нас будет другая работа. И ты же очень часто ездишь, выступаешь, и очень сильно, наверное, устаешь. Это огромная нагрузка. И из-за этого они принципиально не хотят. Не хотят, да? Ага. И они еще говорят, все равно, если даже мы будем играть, нас все равно будут сравнивать с тобой. Это да. Это, мне кажется, сложно. И поэтому я, уважаю их выбор, Мгм. это их желание. А вот если у них насколько они правы? Вы чувствуете какую-то жертвенность, какое-то служение, что вот вы все время в дорогах, вы все время в гастролях, вы все время вот в этом каком-то состоянии, что как будто бы вот артист, он обязан дарить праздник, неважно какое состояние, какое самочувствие. Не было ли у вас желания перестать все это делать? И посвятить себя детям, дому? Да, и вот когда к окончанию учебы я родила своего первенца, сына Алгыса. И я его родила как раз в день защиты своего диплома. И мои однокурсники его называют даже диплом Васильевич. И потом через год у меня вот родились девочки-близняшки. Они погодки, и они росли все вместе, как тройняшки. И это было в 90-е годы, в такое сложное время, да, когда все было дефицит. Но я тогда ради своих детей отказалась от своего творчества. Я 7 лет сидела по уходу за детьми. Да? Да. В то же время, когда я сидела по уходу, я шила себе сценические наряды. Придумывала композиции, и к этим композициям шила свои сценические наряды. То есть тогда вы даже понимали, что время придет. Время, да. Ага. И потому что я знала, что это мое предназначение. И даже вот в то время, когда я сидела по уходу, ко мне начали как-то являться духи моих предков. Ух. И они говорили, что тебе нельзя останавливаться. В этом твое предназначение. И ты своим творчеством, своими звуками своего хомуса ты изменяешь мир, ты изменяешь сознание людей, и ты должна дальше продолжать это дело. И вот представляете, вот 90-е годы, когда нет
магазинах полки пустые, и даже за колбасой, как говорится, огромные очереди. И трое маленьких детей. И люди думают, ну, о хлебе насущном, а я в это время вот творила красоту. И в итоге время пришло. И время пришло, и когда вот мои дети пошли в школу, я в тот же год поступила работать в высшую школу музыки и в музыкальный колледж, и тут же у меня параллельно начались выступления. Ох. В таком случае получается, что вы немножко по-другому все это воспринимаете, да, вот этот творческий процесс, не так, как ваши внуки описывают, да, что это утомительно, Нет. что это усталость большая. Вы устаете же все равно, да, наверное, Да, устаю, от но- графика, от гастролей. А как восстанавливаетесь? Я как уединяюсь. Да, это смена деятельности. Например, иногда же бывает так, что надо все очень быстро успевать делать, везде успеть, тут успеть, там успеть, да. А иногда хочется вот немножко затишья, тишины. И в это время я занимаюсь уже другим творчеством. Каким? Ну, порой беру я иголку и нить, тихо набивая, сажусь я шить. Плетаю в узоры песни свои, также по ходу слагаю стихи. Вот так в моменты вдохновения рождаются все мои творения. И получается, вот смена занятий, это для меня тоже, ну, как-то смена вдохновения. Такой баланс у вас, да, Мгм. выстраивается. Ну тогда еще один секрет хочется у вас узнать. Вы так чудесно выглядите. Спасибо. Что вы для этого делаете? Или ничего Нет, специального не делаете? Ничего специального не делаю. Я просто наслаждаюсь жизнью, радуюсь, наверное, только даже маленькому. И ну, стараюсь не думать о плохом, всегда быть. Стараюсь быть на позитиве. И вот. А у меня еще вопрос такой. Вот я очень хотела его обсудить именно с вами. Вы человек, который очень давно на сцене, очень давно в публичности. Ну и, соответственно, к вам особенное отношение, какое-то такое всегда. Но при этом вы очень как будто бы четко разделяете вот это вот публичное, а вот это личное. Да? И личное такое немножко все время в тени у вас находится. Это какое-то убеждение или просто так получается? Вы специально так делаете? Вы оберегаете личное, отделяете его от публичного или нет? Ну, наверное, это еще зависит от нашего, ну, у нас же по якутским понятиям, ну, как-то оберегаешь свое личное. Не принято, да? Не принято открыто выставлять свои чувства, ну, свою жизнь. Наверное, скорее всего, это, ну, это такой якутский характер. Попытка уберечь, да? Ага, Больше такой смысл вносится. наверное. Мгм. Так-то я специально не закрывала эту тему, специально так не скрывала ничего. И в то же время, ну, само собой, как-то так получилось. А какие планы у вас? Или вообще принято у вас планировать, мечтать, не знаю, садиться, писать какой-то график, там, план на 5-летку? Или как у вас происходит в жизни? А так у меня нет таких четких разграниченных планов, но есть такие мечты, Мгм. а потом эти мечты каким-то волшебным образом начинают осуществляться в Реализуются, жизнь. да? Да, начинается воплощаться в жизнь. И вот таким образом, ну, складывается такой четко очерченный план. Ух ты! А есть что-то такое, о чем сейчас мечтается и к чему хотелось бы прийти? Пока что, если это на уровне мечты, об этом особо открыто Ага, и это лучше тоже не говорить. чисто сахалы характер, Ага, да? да, чисто якутский характер. Мгм.
Ну, тогда я вам желаю, чтобы все ваши самые сокровенные мечты сбылись. Я желаю, чтобы у вас на это хватало энергии, вдохновения, поддержки от рода, от окружения, от семьи в первую очередь. И мы обычно традиционно заканчиваем пожеланиями гостя, нашим телезрителям. Поэтому, Альбина Михайловна, вот ваша камера. Пожалуйста, пожелайте что-нибудь хорошее тем, кто нас сейчас видит. Желаю, чтобы в первую очередь были здоровы, благополучны ваши родные и близкие. И мечтаю, желаю вам, чтобы вы в одно утро проснулись и могли себе сказать, что у вас получилось исполнить свою мечту. Мне кажется, человек, который исполнил мечту, это очень счастливый человек.